слово «освобождение» из памяти сегодняшних поколений и изобразить конец войны не как победу русских, американцев над немцами, а как начало новой оккупации, на этот раз русской оккупации. То есть эти обе оккупации имеют как бы равную основу, с той разницей, что это российская опять угрожает нам. Вацлав Клаус говорит, что мы приняли коммунизм более-менее самостоятельно. И действительно, дело в том, что вот лживая манипуляция и искажение истории включают ложную интерпретацию коммунистической эпохи. Чехи как бы не могут себя винить за коммунизм. Они были оккупированы русскими, и те навязали коммунизм Чехословакии. На самом деле дело было сложнее. И дело было иначе. Советские войска, которые освободили большую также часть Австрии, включая Вены, были очень быстро выведены с чешской территории. Чехи и словаки сами выбрали коммунистическую партию на демократических выборах. Коммунисты здесь действительно имели массовую поддержку после войны. Но сегодня этот факт никого не устраивает. Клаус как раз отмечает, что чехи приняли коммунизм более-менее самостоятельно. И во многом из-за разочарования по поводу очевидного отсутствия интереса западных держав к нашей стране и ее будущему. Чехи критикуют поведение Франции и Великобритании в 1938 году в Мюнхене, но и по сей день не могут допустить, что только Россия и Германия имеют действительно серьезные интересы к их стране. Исторический опыт чехов должен привести их к осторожности. Однако вместо этого чехи продолжают свое. Тогдашний страх перед Германией привел нас к коммунизму и к 40 годам вассальства по отношению к Советскому Союзу. А сегодня мы в ответ поглощены антироссийской историей, но не замечаем, что постепенно снова превращаемся в протекторат, на этот раз Европейского Союза, но во главе с Германией. Между тем, в чешской среде произошла невероятная и еще недавно непредставимая перемена. Германские оккупанты и их зверства пропали с горизонта. Гитлер, его чудовищный режим и террор в мейнстриме СМИ стали всего лишь фоном, о котором речи вообще не идет. Сегодня даже нельзя говорить о немецкой оккупации или преступлениях, только о нацистских или гитлеровских преступлениях. Такое вот смещение небольшое, но очень важно. Гитлера и нацистов ведь уже нет. Поэтому в соответствии с сегодняшней политкорректностью мы этим никого не задеваем. На их место были назначены русские, народ, который заплатил за немецкую агрессию и за победу над агрессором самую большую цену. Тем сильнее позор, когда это происходит в стране, ставшей одной из первых жертв нацизма, и чешское население, которое было обречено на ликвидацию. Я бы здесь хотел вернуться к временам чешским предвоенным, к временам договора Риббентропа-Молотова, потому что и вокруг него ведутся политические бои за искаженную и неискаженную историю. И механизмы обсуждения, механизмы оценки и манипуляции здесь аналогичны современным событиям. Напомню, что Москва подписала этот договор, по сути дела, последний. Польша аналогичный уже в 1934 году. Великобритания вскоре после этого, а потом еще несколько стран. Ни Лондон, ни Вашингтон договоров в Москве не предлагали. Она же делала предложения снова и снова, с первой половины 30-х годов. Это было как горохом об стенку. Визит британских и французских военных послов летом 1939 года был пустой тратой времени. Москва предложила им подготовить комплекс совместной защиты от нацистской агрессии, а Лондон и Париж прислали второстепенных лиц. С самого начала они сообщили советским маршалам, что у них нулевые полномочия. Их собственные предложения в Москве по реальной совместной обороне отсутствовали. То, что это не было оплошность,
что это было намерение, признают не только некоторые участники миссии, но и их начальство. Когда Гитлер отправился в Париж, а Люфтваффе сбросили бомбы на Лондон, самокритика раздавалась с самых высоких кресел. Достаточно посмотреть мемуары Черчилля и де Голля. Последние иллюзии были разрушены у чехов Мюнхенским диктатом. На весах как бы лежали две гирьки, которые заставили Бенеша сдаться. Первое было жестокое давление со стороны Франции, Великобритании, а также Соединенных Штатов и их марионеток в Латинской Америке с целью уступить Гитлеру. А поэтому, вот очень интересно, в противном случае в конфликте обвиняли бы Прагу, а не Берлин. Потому что Чехословакия была передана Гитлеру тогда на долгие годы. Это именно так сформулировано Бенешем в своем дневнике в Мюнхене. Как прелюдия к агрессии на Востоке. Только Москва, в отличие от сегодняшних лжецов, уже тогда предлагала Чехословакии союз. Но Бенеш не принял предложение. Он опасался, что останется с Москвой один против Гитлера. И шансы на создание более широкой антигитлеровской коалиции упадут до нуля. Позднее он утверждал, что после 30-го года в Лиге наций для того, чтобы сыграть свою особую роль в общеевропейской политике, произошел значительный поворот. Самая резкая критика внутренней ситуации в России, связанная с агрессивными действиями против всех тех, кто относился к коммунизму более либерально и стремился к сотрудничеству с Советской Россией, в 1933-1934 годах стала одним из основных инструментов европейской политики. Русский коммунизм был показан миру в самых ужасных красках. Он готовился к мировой войне, к мировой революции, не спровергал европейские государства, готовился к падению гражданского общества здесь. Был тут и ужас надвигающегося коммунистического переворота в странах, который приведет к антибуржуазному террору, убьет всех представителей среднего класса и положит конец сегодняшней, тогдашней западноевропейской культуре. Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года, всего через неделю подписания Советско-германского пакта о ненападении. И первой жертвой действительно стала Польша. И это был шок для ее тоталитарных элит. Они именно мечтали о победной схватке на противоположной стороне. Пилсудский отправился агитировать Гитлера вместе идти на Москву и уже после возведения фюрера на престол рейхсканцлера. Именно Пилсудский был автором плана Междуморья, который в военном отношении охватил бы СССР от Балтики до Черного моря. Кстати, всем нам известно, что план такого Междуморья недавно активно обсуждался в Киеве, Риге и Варшаве. Подготовка к совместному походу на Москву продолжалась даже после смерти Пилсудского. Когда Москва заявила о своей готовности прийти на помощь Чехословакии, Бек отказал в транзите Красной армии. Польша выступила с заявлением, что если не будет соблюдаться запрет, она атакует колонны с обеих сторон. Когда Гитлер при поддержке сладкой Франции гордого Альбиона протянул руку к чешской границе, польский тоталитарный сбор присоединился к агрессору без малейших колебаний. Его посол в Праге потребовал от Бенеша быстрой выдачи Тешинского района, даже быстрее, чем территории Гитлеру, населенные его судетскими немцами. Великобритания и Франция объявили войну Германии сразу после вторжения в Польшу. Однако, как гласит французский оригинал, это было «drôle de guerre». Война была странная, без единого боя, даже без перестрелок в течение многих месяцев. Красная армия же перешла границу Польши 17 сентября. И только после того, как польское правительство бежало за границу. И дошла лишь до границ, одобренных наследниками царской империи, победителей Первой мировой войны. Она вошла на территорию, населенную в основном миллионами украинцев и белорусов. Стоило ли отдавать их нацистам? Давала ли ситуация иные варианты?
Москва командовала армией, которые сломали нацистам шею и принесли мир и свободу чехам и словакам. Поэтому сегодня приходишь в ужас от версии, которая делает ее сообщницей Гитлера. А сегодня также можно посмотреть, например, в лицо мэру Праги-6, когда он снимает на камеру удовлетворенно оскорбления, начертанные на памятнике маршалу Коневу. Нацистские орды, которые создавали почти вся континентальная Европа, нельзя было победить голыми руками. Договор, подписанный 80 лет назад, дал Москве еще 2 года, чтобы потом уничтожить коричневую чуму. Сегодня этот договор стал в Европе русским пугалом. Обрисовались такие болевые точки и цели ударов и исполнители. И вот как на Украине Ющенко, Порошенко, Зеленский, так и в Чехии находятся Коларш, Гжип, Новотный, Петричек. Впрочем, эти личности помельче и подешевле, но для них в настоящий момент важно, а порой и достаточно, засветиться в архивах личных дел в Брюсселе и Вашингтоне. Возможно, через пару лет, а то и завтра от них вспомнят и задействуют в следующих акциях, предложат адекватные, хорошо оплачиваемые посты. Действуют эти марионетки почти беспроигрышно, по принципу «чем хуже, тем лучше». Причем они совсем не обязательно должны ожидать команды кукловодов. Они ее трепетно и умело предугадывают. С сожалением должен подчеркнуть, что все они в большей или меньшей степени избранники народа, победители общественных и партийных выборов и назначенцы победителей этих выборов. Кто они, эти пражские герои? Всех их мы можем встретить в прихожих мировой власти. Но тут, как говорится, не забудьте не подать им руки. Староста Праги 6 Андрей Коларш, такой русофоб услужливый, член либеральнейшей партии ТОП-09. При свержении во время коронавирусного карантина статуи маршала Конева, отмеченного самыми высокими наградами Чехословакии, СССР, Англии, Франции, США, глумился над выдающимся полководцем. Был без маски, а правила для всех одинаковые. На улицу только в маске или иначе прикрытым ртом и носом. Необходимо отметить, что за снос памятника Коневу голосовали и другие 33 депутата районного совета Праги-6. Решение было спешно оформлено ночью перед акцией. Кстати, чешские законы предусматривают ужесточение наказания, если преступление совершено во время кризисной ситуации или катастрофы или иного события, которое угрожает жизни, общественному порядку или имуществу, или если действие было совершено во время чрезвычайного положения, а также, естественно, совершено было группой лиц. Откуда взялись деньги на быструю установку и снос памятника, и как они были проплачены, это отдельные статьи расследования, финансовые. Но не забудем, что Аль Капоне в Штатах в конце концов засудили не за убийство, а за неуплату налогов. В Чехии подобное решение вряд ли возможно, но к развлечению публики оно, наверное, еще послужит. Староста Праги Репария Павел Новотный, такой русофоб тщеславный, член показательно-демократической партии АДС, который уже не знает, правда, куда от него деться, а он организатор памятника прислужникам войск СС власовцев, поклонник всех воевавших с Красной Армией, откровенно поддерживает нацистов как в истории, так и в современности. При этом любит поиздеваться над оппонентами. Я же еврей-полукровка, и меня нельзя обвинять в поддержке нацизма. Если бы не освобождение Чехословакии от фашистов, он вряд ли бы родился. Но в истории его рода известны примеры успешной коллаборации. Новотный прославился тем, что, попав неизвестно какими судьбами на российское телевидение, спровоцировал Владимира Вольфовича на нелицеприятное обращение к бывшим партнерам по соцлагерю. Интрига удалась. Владимир Вольфович высказался, и на следующий день депутаты Пражского местечкового совета проголосовали за установку в Репариях памятника власовца. И таким образом присоединились к группе, прославляющей
войска СС. Сама установка и торжественное открытие были приурочены закономерно к празднованию Дня Победы. Чехия – насмешливая страна. Тут достаточно вспомнить Гашека и Йозефа Швейка. Именно благодаря им русские воспринимают чехов как мастеров сатиры, когда милых, когда язвительных. Свой особый стиль чехи называют швейковиной. Некоторые русские политологи и журналисты именно в этом ключе осматривают и освещают события в Праге. Однако события нынешней пражской весны по своему цинизму, ненависти к инакомыслию, дикой русофобии оставили опереточный австро-венгерский маразм далеко позади и перешли черту. Мэр Праги Зденек Гжип, русофоб профессиональный, подлинный организатор свержения статуи маршала Конева, демонтажа памятной доски освободителям с пражской мэрии, глорификации власовцев и переименования площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, стиль жизни, который ему явно импонирует. Он на почетном кладбище глумился над могилами 345 красноармейцев в Ольшанах. Мол, только 20 из них пало при освобождении Праги, остальные отравили с алкоголем. В отличие от своих подчиненных Колоржа и Новотного, он осторожен в выражениях и пересыпает свои оскорбления для бывших советских людей пассажами, признаниями некоторых заслуг Советского Союза в борьбе с фашизмом. Он член партии «Пираты», главное достижение которого – это ЛГБТ-движение и легализация марихуаны. В отношении России Гриб продолжает политику своих предшественников последнего десятилетия. Максимальное свертывание культурных программ, в частности, с Москвой и Петербургом. Есть у него, правда, уникальный опыт подобной работы с Китаем. Пражские дипломаты решили начать дружбу с Тайванем. Китайцы, которые, в отличие от русских, в отношениях с чехами не страдают ностальгией, вычеркнули из списка все творческие обмены с организаторами, в названии которых входит слово «пражский», без предыдущих и последующих обсуждений. Был шок. Уже позднее мэр Гриб, чтобы напомнить о себе китайцам, торжественно заявил об отказе покупать у них защитные маски. Но поскольку ажиотаж вокруг этого товара продолжался, то маски были куплены, то есть утерлись. Скажем еще об одном немаловажном персонаже. Это министр иностранных дел Томаш Петричек, русофоб карьерный. Он такой петрушка, выскочивший на пост из влиятельной социал-демократической партии с поддержкой премьера Бабиша. При его назначении ни у кого не было сомнений, какую политику в отношении России он будет вести. Он был готов не только соответствующим образом проинструктироваться, но и лично готов сыграть свою разрушительную роль. Когда он сегодня нервно заявляет о наихудшем в истории уровне чешско-российских отношений, то слышится в интонациях этого чиновника и страх перед налогоплательщиками за несоответствие служебному положению, но и гордость за прилежное исполнение воли начальства. На плечах Петричка висит и дипломатическая защита вот этой троицы, Гжиба и компания. Здесь он использует против России все рутинные приемы. Требует прекратить преследование, грозит экстрадикцией, предлагает компромиссы. Больше всего шуму идет при этом от мелких культурно-местечковых дипломатических дел. Серьезные вопросы, например, возможное сокращение экспорта-импорта, он замалчивает. Он нервозно комментирует русско-чешские отношения. Правда, непонятно, он считает их уровень своим достижением или своим поражением. Он сознательно выставляет на показ свою активность вокруг дел культурных. А как же обстоят дела в экономической сфере? Прошлогодний рекордный рост экспорта пива в Россию на 55%, от 30 пивоваров до 800 миллионов крон, выглядит сегодня далеко не оптимистически. Пражские события уже спустили ответную народную кампанию «Я не пью чешское пиво». Подобные неприятности могут существенно повлиять на экономический имидж Чехии, особенно если учесть
миллионы гектолитров, которые были вынуждены вылиты в канализацию в период карантина. Однако гораздо большие долгосрочные финансовые потери Чехия может ожидать от снижения поставок высокотехнологического оборудования, которое составляли еще недавно более 4 миллиардов евро в год. Уровень чешско-русских санкций не идет ни в какое сравнение, например, с американскими. Однако для обычных русских, приезжающих отдыхать в Карловы Вары, а теперь подающих по дешевке свою курортную квартиру, или для малых и средних чешских предпринимателей, планировавших в этом году поставить России рекордное количество автомобильных запчастей, снижение оборота на миллионы евро или даже крон – это нокаутирующие удары. Немалое количество чехов при этом искренне и глубоко возмущено действиями своих политиков. Вот она суть проблемы. Поэтому, например, предлагаемые обеими сторонами снос или обмен памятников чешским легионерам по всему Уралу и Сибири на памятник Коневу и на другие многочисленные памятники красноармейцев в Чехии означал бы удар именно по нормальным гражданам Чехии. Опуститься на уровне пражских героев, которые именно этого и ждут, наверное, это недостойно России. Для решения сложившейся ситуации существуют дипломатические, юридические и экономические меры воздействия. Россия, правда, объявила о начале уголовных процессов над пражскими героями по российскому праву. Подробности их, увы, до конца не ясны. Герои, правда, притихли, а министр Петричек заявил протест о нарушении прав и тому подобное. Но гораздо более серьезным выглядит обвинение, предъявленное многочисленным участникам неприглядных событий группой чешского адвоката и общественного деятеля доктора Иржи Выводила в соответствии с чешским правом. Выводил предлагает также правовую помощь русским следователям, которые будут вести дела чешских фашистов. Он утверждает, что за исключением Праги, которая в основном антирусская и профашистская, остальная республика относится к действиям этих преступников в своем большинстве с глубоким отвращением. Поскольку есть сомнение, что чешская юстиция и полиция будут противостоять указанным преступникам, то Чехия будет приветствовать, искренне приветствовать, если преступники будут наказаны хотя бы в России. Вот такой расклад. Большое